Это не базар, это промышленная зона в Анкаре под названием Остим. Кыргызские предприниматели получили возможность посетить средние и малые промышленные торговые центры. На их территории насчитывается 5200 предприятий, которые выпускают 190 видов товаров и экспортируются в 17 стран мира. Эта система создана с целью одновременного развития торговли и промышленности. Члены этого центра защищены со всех сторон. Товары, которые здесь произведены, постоянно представлены на выставке. Клиенты могут выбрать то, что им нравится, и сделать заказ. Государство осуществляет хорошую поддержку этой системе. Кроме того, все вопросы решаются в одном месте. И продажи, и заказы, и даже правовые и этические проблемы. Только когда все это работает быстро и взаимосвязано, тогда будет развитие. Кроме нее существует еще другая система под названием Косгэп по поддержке среднего и малого предпринимательства. Туда каждый год государство выделяет около 370 миллионов долларов. Помощь осуществляется не исходя из того, сколько они платят налогов в год, а насколько это предприятие может быть перспективным. Поэтому у турецких бизнесменов нет такой проблемы, как, например, вовремя непогашенный кредит или взнос. Мы с Министерством экономики и торгово-промышленной палатой вместе подписали договор. Я думаю, теперь у нас будут условия, чтобы турецкие инвесторы и наши предприниматели могли взаимодействовать. Наши получили возможность посмотреть, как у них все это устроено и функционирует, и какую при этом роль играет государство. Я думаю, мы сможем применить их опыт в нашей стране. Я планирую над этим работать и представлю проект нашему правительству. В торговой зоне Остим изготавливаются самые разные товары. В их числе и стратегические для нужд обороны, например, или медицинская техника. Бизнесмена из Джалалабада привлекло специальное оборудование для выхаживания недоношенных детей – вакуум. По его словам, то, что имеется в джалалабадских больницах, не соответствует требованиям. У нас есть вакуумная аппаратура в больницах, но они не соответствуют требованиям. Они открытые, в них не соблюдается температурный режим, и любая инфекция может попасть туда. Те, что изготовлены здесь, мне понравились. Думаю, закупить в нашей больнице около 10 штук. Со скидкой, если удастся договориться. Я взял их электронный адрес. Свяжусь и договорюсь. Кроме того, наши предприниматели смогли с глазу на глаз поговорить с турецкими инвесторами. Среди таковых был и фермер от имени таласских фасолеводов. Он надеялся найти там людей, которые бы приобрели фасоль по более высокой цене, чем та, которую предлагает единственная турецкая фирма по закупке фасоли. Будучи монополистом, она намеренно занижает цены, так что фермеры терпят убытки. Но, к сожалению, в этот раз встретить такого компаньона не удалось. Я думал, встречу здесь предпринимателей, которые бы купили у нас фасоль. Но, к сожалению, таковых не было на наших встречах. Но я заполнил специальный бланк, где оставил свои данные. Если кому-то будет интересно, они с нами свяжутся. Надеюсь. На самом деле в Турции есть бизнесмены, которые хотели бы покупать у нас товар или перерабатывать его совместно. Но у них нет информации, как связаться и с чего начать. Поэтому товарооборот между нашими странами не очень высокий. За прошлый год он составил всего 232 миллиона долларов. Предприниматели считают его очень маленьким и планируют увеличить до миллиарда. Большие надежды турецкие бизнесмены возлагают на наше участие в ЕАЭС. К тому же наша республика расположена в довольно выгодном в географическом плане месте. Ну а произведенные на совместных предприятиях товары через нашу страну можно реализовывать в Казахстан, Россию и даже Китай. Елена Яковлева, Майрим Ташибекова, Алтынбек Каныбекулу, НТС, Турция.